Друзья, наш будущий холодец уже варится 2 часа. Первую воду я слила через 5 минут после закипания. Налила чистую воду и варится уже 2 часа. Еще через 3 часа я добавлю 1 луковицу и 1 морковку. Потом еще через полчаса, за полчаса до готовности, добавлю всякие приправы, душистый перец, черный перец, лавровый лист и так далее. Посолю, поперчу тоже в конце. А потом вытащу мясо, все нарежу, разложу по разным лоточкам и залью вот этим кипятком. И поставлю на улицу. В холодильнике места нету. Может, есть другие рецепты, но я для себя решила сделать так. Отмыла как смогла, уже даже пемолюксом печати стирала с костей, но не получилось. Пока-пока. Девочки, посмотрите, какая красота и вкуснота у нас получается. Все кипит, варится уже почти 5 часов. 1 большую морковку добавила и 2 луковицы. 1 помыла прям с кожурой, а 1 почистила. Скоро добавлю все приправы. Через полчаса все выключу. Сейчас снова накрою крышкой. Все время варила с закрытой крышкой. Здесь приготовила разную посуду. Но еще и в поднос, наверное, положу металлический. Ну, посмотрим. Друзья, чуть не забыла добавить соль. Сейчас добавила 3 больших столовых ложки. 3 столовых ложки, в общем, примерно на вот эту большую кастрюлю. Она, наверное, больше 10 литров. Потом попробую, если что, еще добавлю. Вот так чуть-чуть нарезала чеснок и в каждый контейнер по чуть-чуть добавлю чеснока. Морковку, там яйца вареные для украшения делают. Я не буду это все добавлять. Нам для себя. Не для выставки и не для ресторана. Для пользы дела. Попробовала на соль и добавила еще 2 столовые ложки соли. Ну, соль крупная, как вы видите, каменная или поваренная. Я читала, что вкус должен быть чуть-чуть пересоленный, чтобы когда все остынет, чтобы тогда было нормально. Смотрите, мясо уже вообще разваливается полностью. Смотрите. Все отделю от костей и мелко нарежу. Единственный запах лаврового листа мне не нравится. И еще мне не нравится, что все слишком жирное. Вроде и мясо было не жирное, косточки и вот эти говяжьи ноги, не знаю. И первую воду, первый бульон кипящий сливала. Ну, может потом все распределится. Смотрите, все просто отходит от костей, просто прелесть. Будем надеяться, что все получится вкусно. Просто мне кажется, без лаврового листика получится не то. Но я этот запах не люблю. Посмотрите, какая прелесть. В общем, еще минут 20 и все я выключаю. В общей сложности варила я холодец 6 часов практически, чуть больше даже. Посмотрим, что получится. 00:00. 12 часов ночи, время без времени. Наш холодец готов. Ну или что-то похожее на холодец. Все я выключила. Сейчас будет продолжение. Нормальные люди спят, другие смотрят телевизор или YouTube, а я одновременно телек включенный в YouTube постоянно и делаю холодец. А что делать?
Не всем же быть нормальными. Мне интересно, вот эту кожицу с ног надо добавлять или нет? Как вы думаете? Ну, короче, после 12 ночи спрашивать не у кого. Нарежу и добавлю. Потому что одно мясо будет мало, наверное. В общем, когда мне что-нибудь взбредает в голову, Юлий Цезарь отдыхает, и все остальные нервно курят в сторонке. Ничего, если долго мучиться, что-нибудь получится. Думаю, что вреда от этой ерунды не будет. А за 6,5, почти за 7 часов дезинфекция прошла полностью. 200%, наверное. А тут посмотрите, сколько еще предстоит работы. В общем, к 12 я не уложилась. Ну, почти все готово. Осталось только закончить. Как один мой родственник говорит, почему ты всегда добавляешь наверное? Ну, потому что, говорю, я не могу знать точно ничего в этой жизни. Поэтому лучше сказать наверное. Ладно, друзья, отвлекаюсь сейчас, быстренько доделаю, а потом буду отдыхать. Но не спать, в смысле, у меня бессонница. Телевизор и YouTube. Смотрите, что у нас получается. Наверное, не очень красиво, но думаю, что будет вкусно. И сейчас залью все это горячим бульоном. Буду процеживать, конечно, чтобы ни косточек, ничего не попалось. Ура! Почти час ночи. У меня все готово. Сейчас это все накрою крышечками, вынесу на холод на улицу. Надеюсь, кошаки мои трогать не будут. Здесь еще чуть-чуть в кастрюле осталось. Тут уже мяса нету. Сколько косточек, посмотрите, завтра собачкам отнесу. Здесь у нас овощи для курочек. В общем, безотходное производство, друзья. Теперь самое главное, чтобы завтра этот холодец понравился маме. Еще у нас в гостях тетя моя Дейш. Она тоже утром попробует. Я надеюсь, что понравится. В общем, какой я делаю вывод? Конечно, легче холодец купить готовый. Но все-таки, думаю, домашний будет вкуснее. Конечно, на новогодний, на какой-то праздничный стол можно красиво украшать, повозиться. Но мне это уже неохота, не интересно. У меня тут много жирной посуды, и я домою завтра. А так, иногда можно приготовить. Можно даже из одной говяжьей ноги приготовить, я думаю, количество будет нормальное. В общем, друзья, всем спокойной ночи. Кто любит ночью покушать, всем приятного аппетита. Я, конечно, сейчас поставлю чайник, согрею себе чай. И потом уже буду отдыхать. Посуду оставлю на завтра. Всем хорошего настроения. Готовьте холодец, если умеете. У меня был вот такой эксперимент. Люсь Лепа Массе. Спокойной ночи. Пока-пока. У нас час ночи. Все вынесла, поставила на маленький столик. Сейчас накрою все. И теперь можно отдыхать. Вернее, сейчас будет чаепитие и ночной дожор. Еще раз всем спокойной ночи и пока-пока.